самое страшное просто, чего мы боимся, что когда-нибудь просто он увидит это видео. Я даже на секунду это не представляю, что с человеком может быть в этот момент, потому что это ужасно. Начинаем выпуск со страшных кадров, которые не стоит смотреть детям и людям впечатлительно. Судя по кадрам камеры наблюдения, на работу к ней подозреваемый явился уже с ножом. После непродолжительной ссоры он ударил девушку несколько раз. Полиция разыскивает мужчину, который нанес ножевые ранения своей бывшей супруге. В отношении 31-летнего жителя Владикавказа возбуждено уголовное дело. 22-летняя Регина Гагиева, которой бывший муж нанес множество ножевых ранений, скончалась, не приходя в сознание. А чего она умерла? Вот почему она там? Что нам этому ребенку отвечать? Как это надо сказать? Мы даже просто даже не представляем, как это нужно сделать. 15 мая ему было 4. Я ему, когда купила фонарь, мы его в небо запускали. И как раз в тот момент, я не знаю почему, именно в тот момент он у меня спросил: а мама, говорит, там? И мне пришлось промолчать опять. Ну, конечно, слез я не показала, но пришлось отвлекать его, как всегда. Ну, естественно, мать вообще. Это ужасно, когда вот ты не можешь ничего, ты хочешь рассказать, да, чтобы он знал, но ты не знаешь, как это нужно сделать. Мы вообще стараемся не показывать. Да и мы вообще, знаете, не только даже дома, мы стараемся это оставлять внутри, когда мы будем одни, там, ночью. Стараемся как-то вот эту боль, не то что не ребенку, вообще никому не показывать, а вот внутри как-то. Или на кладбище уже, естественно, мы когда приезжаем, там мы ему говорим, но не говорим, что это мама. Говорим, что здесь ангел, который тебя охраняет. И вот он начинает радоваться. И когда его спросишь, где твой ангел, он показывает. Ну, он же не понимает. И вот так, как-то вот так мы отвлекаемся. Ну, естественно, мама, если бы не он, мама бы вообще, я не знаю, что бы с ней было. Мама, вот, она как будто за собой оставила ей ребенка. Вот я не знаю, как это сказать. Он настолько к ней привык, ни о ком вообще речи не заводит. Настолько вот ему с ней очень комфортно. Вот даже не, я же могу сказать за себя, да? Ну да, конечно, и меня, и брата он очень сильно любит, но все равно мама для него это вот... Она его и балует также, естественно. И вот поэтому, может, он к ней сильно и прикипел очень. Конечно, очень тяжело. Ну, а что делать? Ради детей приходится жить и успокаивать себя той радостью, которая маленькая радость, которая у нас осталась. К этому можно привыкнуть? Никогда. Потому что эта боль все сильнее и сильнее человек осознает, что сейчас еще больнее, чем тогда. Что изменилось? Практически ничего. Как с тех пор вот они себя вели, вот так же таскают по судам, подают всякие заявления, то его мать подавала, теперь отец подал. Ужас вообще. Заявления какого характера? Они заявляют права на ребенка? Да, права на ребенка, чтобы они могли его видеть. Был суд в Советском суде недавно, и вообще у нас даже повестки не было, что нам сказали органы опеки, что будет вообще суд. Даже повестки у нас не было. Судья 2 часа назначила, что она может подала Техова, что она может видеть ребенка. Хотя... То есть суд разрешил видеть ребенка? На 2 часа. И, в принципе, учитывая, что у нее психические отклонения, это даже бумаги не нужны.
И так все ясно. По ее поведению даже. Просто даже, ну, это вообще, это просто ужас. То есть вы должны отдавать им ребенка на какое-то время? Мы не то, что им должны отдавать, мы должны находиться. Моя мать должна видеть и 3 часа вместе с ней находиться. Я бы просто хотела задать вопрос. Судья, которая назначила, она бы сама, находясь в этом положении, она бы смогла смотреть 3 часа вот, ну вот на эту женщину. Неужели сейчас то время, когда они должны к нам идти, даже года еще не прошло? Ребенок адаптировался, ребенок только пришел в себя, и вот сейчас мы его должны опять дергать туда-сюда, туда-сюда. И мне так интересно, что они ему должны сказать? Мы не знаем, что сказать, где его мать. Они ему как ответят, где его отец, так называемый, где он? А где мать? Что они должны отвечать? А мне кажется, им вообще все равно. Они с такой легкостью на все вопросы его ответят. Мне кажется, они просто не хотят нас оставлять в покое. Просто вот вы думаете, даже им это очень нужно видеть его. Я думаю, они сами сейчас не в лучшем состоянии. Но вот что просто вот подергать людей, да, вот ее вот эти вот бесконечные какие-то вот интриги, вот и все. Мне кажется, почему, зачем вообще нужен адвокат, судьи? По-человечески приди, покажи, что ты сожалеешь. Мы же понимаем, что никакая мать не хочет, чтобы ее ребенок был убийцей. Никакая мать. Поведи себя как мать. И тебе даже судьи не нужны. Мы понимаем, что она тоже бабушка, и он дедушка, мы все понимаем. Но надо же как-то решать все на человеческом уровне. Вот этими вот что? Вот как она сама придет просто, после того, что она вытворяет, просто как она придет, и моей матери будет 3 часа смотреть в глаза. Вот как вот? Я просто не представляю, я не знаю. Вот сколько наглости надо иметь, сколько вот бесчеловечия внутри надо иметь, сколько вот внутри у тебя, ну я не знаю, как просто говорить еще. Но вы будете обжаловать это решение? Конечно, а как по-другому? Ну а как? Разве такой женщине можно доверить ребенка? Я бы не доверила никогда. Даже не то, что на 3 часа, да даже на час, да даже на 5 минут. Она может с тобой разговаривать и тут начать вот такие вещи, что ты будешь смотреть и удивляться. Очень ждем, что вот будет справедливый суд. И он будет наказан по всей строгости закона, так как он это заслужил. Это то, чего мы ждем. Это то, с чем мы засыпаем и просыпаемся. И постоянно, каждая минута нашей жизни – это вот этот суд. Стали во время расследования какие-то факты известны дополнительно, которые вы не знали? Потом тот телефон, в который он все пытался что-то там показать, потом он его унес с собой, насколько мы знаем, да? И стало что-то здесь? Нашли телефон? Нет, телефон в итоге не нашли. Я аккаунт открыла. Все равно я постаралась открыть, потому что нам нужны были фотографии, даже не потому что там было, а фотографии. И телефон полностью был почищен. Он это все сделал спланированно. Он знал, куда он идет, он знал, зачем он забирает. Он все знал. Если бы он что-то почитал, как все говорят, и увидел, теховы, как никто другой, они бы на всеобщее обозрение ее переписки показали и показывали, какая она была плохая. Но так как там не было переписок, а он ей говорит, сколько раз я тебе позвонил и написал, все было совсем по-другому. Я, знаете, с чего удивляюсь больше всего? Когда говорят, ой, а у нее, говорит, никого не было. А если у меня никого нету? Меня надо убить? Ну, нет у меня брата. Ну, были у меня родители, например, взрослые, нету их. Да, там единственная я дочь была. Меня, значит, надо убить, когда мой муж этого захочет? Когда он употребит всякие таблетки или, не знаю, будет наркоманом, или просто вот захочется ему так, значит, меня можно убить. А если у меня есть брат, то надо за меня постоять. Я так не считаю. Я вообще не считаю, что мужчина не должен поднимать руку на свою женщину. Тебя женщина не устраивает.
отправь ее оттуда, откуда вас забирал. Все. Если тебя не устраивает, зачем? Ты же человеку не давал жить, чтобы забирать его. Как так? Буквально несколько дней назад Тихого предъявили обвинение. За это время были какие-то следственные действия? Вы как-то виделись или пересекались? Все уже, да, следствие, уже документы уже в прокуратуре. Я думаю, прокуратура тоже уже не будет затягивать и будет понимать, что мы уже устали. Все равно, сколько времени прошло, и больно смотреть на это, когда ты знаешь, что вот твоего родного человека нету, а он даже не понес еще наказание. Они не скрывали, они прямо говорили, что его не посадят, что она сделает все возможное, и больше всего боялись этого. Мне кажется, этот человек должен понести вот самое суровое наказание, потому что это просто не человек. Я не знаю, как этого человека, как вообще его можно человеком называть, как вообще эту семью можно в чем-либо оправдать. Нет, не потому что они стали нашими врагами, нет, не в этом дело. Просто ни один себя не проявил. Когда было первый раз ему продлевали, да, первый раз тогда, брат его там был младший. Он возле суда стоял и еще смеялся, там с каким-то парнем стоял и смеялся прям во весь голос. Так хотелось подойти и сказать, неужели у вас внутри нет сердца, что у вас там внутри? Разве стоя у суда и тебя брат убийца, разве можно так еще смеяться? Прощаться с Региной пришло очень много людей. Вообще не были знакомы, не знали, но пришли просто поддержать семью. Вы не поверите, у нас было 4000 человек. Вы говорите большинство, вы половину не знали вообще, кто. Мы впервые видели этих людей. И на похоронах, да, и вообще, да. Мне иногда звонят такие люди, они даже еле разговаривают на русском. И все время интересуются. Иногда разговаривая, не понимаю, что они мне хотят сказать, но я уже понимаю, что они ждут какого-то ответа, что именно. И слова поддержки, и помощь тоже предлагают, что если будут какие-то проблемы, то это, номера, вам, это я звоню со своего номера, можете обращаться. Были и сотрудники, конечно, которые говорили, что они готовы помочь, если что-то не так пойдет. Да, и, конечно, то есть юридическая помощь. Да, хочется их, конечно, благодарить. Очень, очень приятно бывает даже услышать, что люди интересуются. Они не забыли, а все равно людей. Многие даже взрослые вроде бы сотрудники, и они говорят, что даже, до сих пор со слезами на глазах, мы это переносим.